Мы можем видеть, слышать, двигаться, а также испытывать другие привычные нам ощущения. Но ограничены ли наши возможности на этом? Не случилось ли так, что кто-то в своих интересах оккупировал самую главную способность каждого из нас, а затем запретил любые разговоры об этом? В итоге есть нечто, что кардинально изменило всю нашу историю и культуру, но мы об этом ничего не знаем. Что от нас скрывают? Кто построил свою империю за счет лишения нас полноценной жизни? Кто остановил развитие человека и кому это выгодно? Что спрятано в каждом из нас и к чему это ведет в будущем? Это тот самый случай, когда цепочка событий неожиданно привела от одного частного явления к разгадке самых глобальных тайн и загадок всей истории человечества. В детстве я любил сказки. Поэтому неудивительно, что с юношества я полностью посвятил свою жизнь изучению фазы. Фаза – обобщающий термин, включающий в себя все гибридные состояния, при которых активизируются центры осознанности в мозге во время фазы быстрого сна или REM sleep, когда человек видит сновидения. По ощущению, фаза выглядит как внетелесное переживание или осознание себя во сне. Ощущения при этом могут быть ярче физических, а реальное тело в кровати не чувствуется. Михаил Радуга начал активно изучать феномен фазы с 16 лет. В 2007 году открыл OOBE Research Center, чтобы исследовать фазу и проводить массовые эксперименты в группах людей. В силу обретенного опыта я вдруг начал замечать удивительные совпадения. Например, практика фазы в основном осуществляется на засыпании или пробуждении. Почти все близкие контакты третьего рода с внеземными цивилизациями или похищения инопланетянами происходят в эти же самые моменты и с такими же описаниями ощущений. Эти совпадения удивительны. Но кто бы мне поверил, что это не просто так? Для решения этой проблемы мы решили провести пару самых сумасшедших экспериментов. Именно с этого и началась эта невероятная история. 7 октября 2011 года в Лос-Анджелесе OOBE Research Center собрал волонтеров для искусственного воспроизведения контактов третьего рода, то есть ситуации похищения инопланетянами. Мы просто набрали группу людей, объяснили им, как попасть в фазу, и попросили найти в ней инопланетян. В результате эксперимента 7 из 20 волонтеров смогли вступить в личный или визуальный контакт с инопланетянами. Участник эксперимента Александр Н. Я проснулся и попробовал попасть в фазу, и это получилось. Я вышел из тела в своей собственной комнате. Не желая больше тратить время, я попытался найти пришельцев. Тут же 3 из них материализовались прямо перед моими глазами. Они были похожи на существ из фильма «Нечто». Участник эксперимента Крейг Пи. На пробуждении я решил попробовать разделиться с телом во время первых 5 секунд. Затем я обнаружил себя на поляне в лесу. Посреди поляны стояла летающая тарелка. 2 инопланетянина были рядом с ней. Следующее, что я помню, я лежал рядом с летающей тарелкой, и там были существа вокруг меня, которые выглядели как дети. Возникает вопрос, если инопланетян можно увидеть по собственному желанию, то имеют ли к этому отношение реальные инопланетяне или речь о чем-то ином? После этого эксперимента типичные рассказы про похищение инопланетянами выглядят совсем иначе и намного понятней. Везде одни и те же типичные для фазы шаблоны. Все эти коллекции историй про похищение инопланетянами – не что иное, как сборники спонтанных фазовых опытов. Цель эксперимента была наглядно показать, что причиной всех историй с похищениями людей инопланетянами являлись не иные цивилизации, а скрытые возможности самих людей. Так миллионы людей, не подразумевая о своих невероятных способностях, начинают верить в инопланетный разум. Таким образом, фаза незаметно, но очень глобально повлияла не только на наши взгляды относительно интереса к нам пришельцев, но и на нашу культуру.
Огромное количество популярных фильмов и книг посвящено историям про похищение и близкие контакты с инопланетянами. Опираясь на исследовательский опыт, можно сказать, все это было бы невозможно без фазы. Однако о ней самой никто и не знает. Не останавливаясь на достигнутых результатах, 11 ноября 2011 года в Лос-Анджелесе OB Research Center набирает волонтеров для не менее амбициозного эксперимента. Дело в том, что почти все встречи с Богом и ангелами в Библии и других религиозных источниках происходят в обычном сне, в момент засыпания или пробуждения. В Библии прямым текстом сказано, что именно в эти моменты приходит Бог, если человек не слышит его в повседневности. Мы поставили невероятную задачу перед волонтерами – искусственно воспроизвести библейское чудо. Из множества историй в Библии, где фигурирует момент пробуждения или засыпания, была выбрана конкретная ситуация – видение ангела пророком Ильей, описанное в 3 книге Царств, глава 19. «И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул». К чему это привело? Невероятно. Но в результате эксперимента 24 из 30 волонтеров попали в фазу, а 16 человек искусственно воспроизвели библейское чудо. Участник эксперимента Дебби Эйч. Когда я проснулась, вибрации были очень сильными, и мое дыхание становилось глубже и тяжелее. Я попробовала взлететь, и у меня это получилось. Я подумала, это оно, и немедленно отправилась искать ангела. Я почувствовала, что он определенно находится в углу моей комнаты. Я попробовала получить у него какую-либо информацию, и он сказал, что его зовут Габриэль. Затем я отправилась искать пищу, нашла яблоко на кухне и откусила его. Участник эксперимента Анна Эй. Я проснулась и тут же встала из своего тела. Затем я стала вспоминать, что делать дальше. В этот момент ангел в белом одеянии появился, говоря: «Попробуй печенье». Вкус печенья оказался гораздо более реалистичным, чем в физическом мире. Фаза часто случается спонтанно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что это происходило и с библейскими персонажами. Не фаза ли послужила причиной и других необычных историй в Библии, и даже встреч с Богом в ней? Почти все эти истории происходят ночью, в момент засыпания и пробуждения. Если внимательно читать Библию, то оказывается, что она буквально нашпигована такими явлениями. Хотите что-нибудь почитать о фазе? Откройте Библию. Это же самое можно сказать не только об историях с похищениями инопланетянами, но и о многих других явлениях. Действительно, почти во всех случаях встреч с чем-то сверхъестественным человек находится в расслабленном состоянии, засыпает или просыпается. Если вы лежите или расслабленно сидите, и с вами происходит что-то сверхъестественное, то вы просто попали в фазу. Выходит, фаза вездесуща в нашей истории. Она оказала огромное влияние на всю нашу культуру и религиозные убеждения. Как вы думаете, насколько сильно Библия повлияла на нашу историю и повседневную жизнь? Она сама едва ли существовала, если бы не фаза. А ведь дело не только в христианстве. Факты говорят о том, что фаза не меньше использована всеми другими религиями, включая ислам, иудаизм и буддизм. Если бы не фаза, откуда бы брались все эти чудеса? Но что обычный человек знает о фазе? С незапамятных времен фаза проявляла себя в нашей жизни. Но кто-то решил присвоить ее плоды, преподнести их в совершенно ином ракурсе и в рамках собственных интересов. Это просто несправедливо. Нас обманывают и отвлекают от истины. Как итог, мы не развиваем заложенный в нас невероятный навык. Мы поверили в чудеса вовне, хотя они заложены в нас самих. Но кому это нужно? Почему человечество так плотно ограждено от фазы? Историки полагают, что сами религии были основаны и поддерживаются в интересах правителей, чтобы контролировать население. С этой точки зрения знания о фазе никому не нужны.
так как они разрушают многие иллюзии. Когда ты это умеешь и знаешь, ты совершенно по-иному смотришь на те потребительские программы, которые внушаются в современном мире. Кому нужны сверхлюди в наше время? Человечество запрограммировано на неосознанное существование, чтобы работать с утра до вечера, тратить всю свою жизнь, изготавливая в реальности ненужные товары, чтобы на заработанные деньги покупать такие же бесполезные вещи. Современный мир настолько зависит от бесконечной суеты, что сразу же рухнет, как только люди одумаются, на что тратят большую часть своей жизни. Ввиду своих уникальных прикладных свойств, фаза может сделать людей счастливыми, независимыми и самодостаточными. Кому это надо? Выходит, задача мировых правительств состоит в том, чтобы ни в коем случае не допустить широкого распространения знаний о фазе. Гораздо удобнее использовать ее для контроля людей через религию или сверхъестественные явления. За этими ширмами мало кто видит истину. Нас долго сдерживали, не давали ничего знать о фазе и как-либо ее изучать. Однако времена меняются. Настала пора настоящей революции в сознании людей. Когда ты говоришь о фазе, то многие считают это бредом, чем-то редким или просто невозможным. Однако последующие исследования привели к совершенно неожиданным результатам. Фаза возникает при включении центров осознанности во время REM Sleep. Как итог, возникает целый кластер явлений, при которых человек полностью себя осознает, но при этом не чувствует физического тела. Эксперименты Михаила Радуги в Калифорнии показали, что фаза объясняет многие религиозные чудеса, похищение инопланетянами, а также большинство сверхъестественных явлений. Невероятно, но на этом список только начинается. Самой яркой формой фазы является внетелесное переживание. С точки зрения ощущений человека, внетелесные переживания воспринимаются как выход души из тела, однако в реальности это никем не доказано. Согласно официальной статистике, с ощущением выхода из тела хотя бы раз в жизни сталкивался каждый 5-й житель Земли. Это 1,5 миллиарда людей. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти данные, мы опросили обычных прохожих на улице, был ли у них хоть раз внетелесный опыт. Скорее всего, нет. Нет, ничего подобного не испытывал. Не думаю, что испытывала подобное. Это все выглядит достаточно странно. Я проснулся и попытался встать, но я не мог. Это ощущалось, как будто что-то тянуло меня обратно. Тогда действительно сильно испугался. Ты пытаешься встать, но безуспешно. Когда это произошло, я чувствовал, как я вылетел из тела. Как душа или привидение. Я реально видел себя спящим на кровати. По ощущению, я парил в воздухе. Затем мне пришлось трогать свой лоб, чтобы знать, что я проснулся. Это было очень странно. Это кажется невероятным, но такой, казалось бы, редкий феномен, как выход из тела, в реальности распространенное явление. Однако самой известной формой фазы является осознанное сновидение. Это частое явление, при котором человек вдруг понимает, что находится в пространстве сновидений, а не в реальности. Это часто происходит на фоне кошмаров во сне. Даже по самым минимальным статистическим расчетам, с осознанием во сне хотя бы раз сталкивалось не менее 60% населения Земли. Внутри моего сна я увидел много игрушек вокруг. Затем я начал чувствовать, что пробуждаюсь. И потом я помню это чувство, что я пытался схватить все эти игрушки вокруг меня. Я просто пытался взять их с собой в реальную жизнь. Когда я был ребенком, я начал видеть обыкновенные бессмысленные сны. По непонятной причине я вдруг начал понимать, что во снах нет смысла. Это позволило мне понять, что я во сне. Так начались мои осознанные сновидения. Это произошло несколько раз, может быть, 5 раз, что я помню. Это было очень здорово.
Это классно, когда ты просыпаешься во сне, понимаешь, что спишь, и можешь делать все, что тебе захочется. В целом, наш опрос полностью подтвердил статистику. Фаза в форме осознанных сновидений действительно распространенное явление. Также к проявлению фазы относится сонный паралич, когда человек на засыпании или пробуждении вдруг понимает, что не может физически двигаться. Сонный паралич – явление, известное для человечества. Оно упоминается в Библии и фольклоре всех культур мира. К тому же это типичная деталь многих сверхъестественных явлений, в том числе похищения инопланетянами. Сонный паралич является последствием REM Sleep, поэтому он натурален, и каждый человек проводит в нем до нескольких часов в сутки во время ночного сна. Сонный паралич необходим, чтобы физическое тело было неподвижным во время сновидений. Согласно статистике, не менее 30% людей хотя бы раз в жизни переживали сонный паралич. Когда ты парализован, да, несколько раз у меня было такое. Когда пытаешься двинуться и не получается, да, было такое. Когда ты возвращаешься из сна в свое тело, ты не можешь двигаться. Это было ужасно. Я пробовал шевелиться, но не мог. Я не знал, сплю ли я или уже проснулся. Так или иначе, это было не самое приятное ощущение. Как показал опрос, сонный паралич как вид фазы действительно часто встречается. Не стоит забывать и про ложные пробуждения, которые весьма распространены и также являются видом фазы. Именно это явление в нераспознанной форме отвечает за большинство сверхъестественных явлений. Человеку кажется, что он проснулся, но на деле он находится в фазе, что может привести к каким угодно ситуациям. По оценкам Михаила Радуги, не менее 90% людей с этим сталкивалось. А это 6,3 миллиарда людей. Это странно. Проснуться и понять, что ты не там, где ты думал. Перед школой я думала, что уже принимала душ, но оказалось, что это было во сне. В реальности я спала. Да, у меня был опыт, когда я мог проснуться во сне, а затем проснуться еще раз. Потому что, когда я думал, что проснулся, я все еще спал. Потом я реально проснулся, и получается, у меня было 2 ложных пробуждения. Мы можем просто перевернуться на бок на пробуждение и дальше спать, не подозревая, что на самом деле не двигались. В эзотерических кругах фаза также известна под термином «астральная проекция». Сталкиваясь с фазой, люди мистических взглядов решили, что попадают в некий параллельный мир – астральный план. Однако, с точки зрения описываемых ощущений, это типичные фазовые опыты. Впрочем, фаза под разными терминами типична для большинства мистических и религиозных течений. Ее можно найти в культурах шаманов, а также в восточных религиозных течениях. Практически всегда она считается верхом духовного развития, максимальной планкой достижимых навыков. В общем, фаза натуральна для всех людей. Она везде в нашей жизни. Но кто об этом знает? Это невероятно. С фазой сталкиваются миллиарды людей, но об этом нет никакой широко известной информации. Правительства стараются будто не замечать происходящее. Это чудовищно. Это искажает все наше мировоззрение. Это все равно, что не замечать Луну в небе или свой собственный нос. Казалось, фаза уже перевернула мой мир. Куда больше. Но я не мог предположить, что самые главные выводы только впереди. С самого детства мы привыкаем к книгам и фильмам о неких параллельных мирах. Но вы когда-нибудь задумывались, почему именно нам это нравится? Может, мы почему-то подсознательно скучаем? Ответ на эти вопросы нам дают множество фильмов, книг и картин, где авторы явно касаются темы фазы.
Самым известным примером является фильм Кристофера Нолана «Начало», который основан на практиках фазы. Команда хакеров под руководством героя Леонардо Ди Каприо будто может красть информацию из чужих разумов. Легендарный фильм ужасов Уэйса Крейвена «Кошмар на улице Вязов», где маньяк в роли Роберта Инглуда промышляет свои кровавые дела в мире фазы. В «Матрице» братьев Вачовски речь идет о технически освоенной фазе, которая поглотила все человечество, а герой Киану Ривза отчаянно пытается спасти мир людей. Как объяснить такое глубокое проникновение фазы в искусство и культуру в целом? Не заложена ли в нас способность проводить в ней часть жизни, чего мы лишены по целому ряду причин? Похоже, подсознательно люди знают, что могут оказаться в мире, где возможно все. Но реализовано ли это в нашей жизни? В итоге мы все равно тянемся к этим необычным вещам, пытаясь неосознанно почувствовать свою причастность к ним, прикоснуться с помощью необычных сюжетов. Мы не просто так настолько сильно тянемся к фазе. Это не просто практика, которой можно заниматься или не заниматься. Это наше будущее. Представьте себе мир, в котором люди днем занимаются своими обычными делами, а во время сна продолжают бодрствовать, существуя во второй жизни, в мире фазы. В нем все ощущения еще ярче повседневного мира, хотя при этом отсутствуют физические ограничения. Люди в мире фазы могут путешествовать, получать информацию, заниматься самолечением, развивать творчество и реализовывать все неосуществимые в физическом мире желания. Наиболее вероятно, это естественная эволюция сознания. Не зря фаза характеризуется включением лобных частей мозга в REM Sleep. Ведь именно эти части мозга отвечают за сознание и развиты у человека больше, чем у других приматов. Когда-то человечество начало развивать свой мозг, обретая сознание и самопонимание. Тысячелетиями этот уникальный для природы феномен развивался и заполнял состояние бодрствования человека. Но сознание становилось все более совершенным, и ему требовалось все больше ресурсов мозга. В один момент чаша начала переполняться. Сознанию просто стало мало места в бодрствовании, и оно начало постепенную экспансию на ближайшее физиологическое состояние – REM Sleep. Это привело к новому гибридному состоянию – фазе. В 20 веке процесс эволюции сознания начал сильно ускоряться. На это повлияла наука, совершенные средства связи, телевидение, компьютеры и интернет. В связи с этим процесс экспансии сознания в REM Sleep также резко ускорился. Возможно, мы бы все уже сейчас проводили часть жизни в фазе, а не просто спали ночью, если бы ее проявления не были объяснены в контексте других явлений. По сути, это вызвало торможение в развитии. И наша задача – исправить эту ошибку. Неестественна ли фаза уже сейчас для каждого из нас с самого рождения? Что было бы, если бы этот навык развивался с детства? О похожих на фазу явлениях дети говорят часто, однако мы забываем об этом по мере взросления. Если ребенок не научится говорить до 6 лет, то он уже не научится никогда. Не совершается ли такая ошибка в отношении фазы? У меня нет сомнений, что благодаря фазе в будущем мы будем жить в двух мирах. Это будет естественно, почти без усилий. Однако мало кто знает, что с помощью простых практик это возможно уже сейчас. Речь идет о практиках внетелесных переживаний, осознанных сновидений и астральных проекциях. Все эти люди в действительности занимаются одним и тем же – освоением фазы. Дот Стоулуорфи работает полицейским и живет в городе Вентура в Южной Калифорнии. Когда я первый раз получил внетелесный опыт, я проснулся, но не двигался. И немедленно я начал чувствовать
очень сильное ощущение погружения. И все стало черным. И я чувствовал, как погружаюсь в свою кровать, что было очень страшно. Неожиданно я оказался парящим в воздухе над своей кроватью. Это было здорово, потому что я мог посмотреть вниз и видеть мою жену в кровати со мной. У Дода большая и дружная семья. Проведение времени с ней – его любимое развлечение. Однако он имеет еще одно главное увлечение – практику фазы, которой он занимается почти 3 года. У меня было 59 опытов. Большая часть из них – осознанное сновидение, когда я сплю и понимаю, что сплю. Чуть меньше опытов в внетелесные переживания, когда я должен делать техники, чтобы выйти из тела. Дод помогает OB Research Center в его работе с волонтерами во время массовых экспериментов. Когда я стал лучше и лучше в этом, я стал реально легко изменять пространство вокруг себя путем открытия двери. И перед тем, как открыть дверь, я представляю в моей голове, что с другой стороны двери будет другой мир. Что бы я ни представил, когда я открываю дверь, оно там. Это невероятно. Одна из причин, почему я научился этому, моя мама. Она часто говорила об астральных проекциях. Хайме Ланкуист Мунос работает массажистом в Оранж, Калифорния. Желая сделать это, я лег в кровать ночью и начал медитировать. Внезапно, когда я почувствовал вибрации, я оставался спокойным. Но когда я почувствовал, что разделялся с телом, подумал, что умираю. Я чувствовал, будто меня тащило из тела. Поэтому у меня были мысли: «О нет, я умираю. Я хочу обратно в свое тело. Я не хочу этого». В итоге Хайме практикует фазу в форме осознанных сновидений и внетелесных переживаний с 12 лет. Потом я сделал это еще раз, уже зная про вибрации и сонный паралич, что уже были. Я оставался спокойным, когда это началось снова. Когда я разделился с телом, уже понимал, что происходит, и начал путешествовать. В один момент церковь запретила Хайме практиковать фазу, но он позже решил, что это не противоречит его взглядам на жизнь, и продолжил практику. Я вижу этот мир намного лучше сейчас, потому что знаю, что я здесь могу испытывать что-то физическое и способен испытывать нечто нефизическое. Понимание, что я имею лучшее, делает меня очень счастливым. Я чувствую баланс. Популярность фазы растет с каждым днем. Если так будет продолжаться дальше, то этим скоро будет заниматься большая часть планеты. Эти революционные изменения в сознании человечества неизбежны. Фаза – это единственное, что наша цивилизация еще не освоила. В феврале 2012 года OB Research Center собрал волонтеров США и России для нового эксперимента. Исследователям всегда казалось странным, что с точки зрения описания ощущений в типичных предсмертных переживаниях и фазовых опытах нет никакой разницы. Это тоже ощущение выхода из тела, сохранение сознания, полет и многое другое. В результате эксперимента 20 волонтеров повторили полет в тоннеле к свету, описываемый в предсмертных переживаниях во время клинической смерти. Участник эксперимента Филипп Уай. Я пробовал разделиться с телом во время утреннего пробуждения, но неудачно. Затем я начал делать техники вращения и наблюдения образов. Мгновением позже я обнаружил себя в тоннеле со светом в конце. Ощущение полета к свету длилось 5-7 секунд. Оно сопровождалось приятным ощущением и полным осознанием происходящего. Участник эксперимента Анна Ай. Я повторно засыпала утром, представляя тоннель. Немного позже он появился и засосал меня из тела прямо вовнутрь.
Туннель был узкий, не больше ярда шириной. Он выглядел вроде матрицы или кроссворда. Я летела в нем весьма долгое время. В конце тоннеля был свет. Как только я оказалась там, увидела своего умершего кота. Он привел меня в комнату, заполненную светом. Там были мои бабушка и дедушка, почему-то сидящие в разных углах. Я поздоровалась с ними, но потом сразу покинула эту комнату. Полученные опыты были сравнены с базой из 3000 реальных предсмертных переживаний. Были ли отличия? Оказалось, что в полученных нами предсмертных переживаниях не было ни одного описания деталей, не характерного для реальных видений в клинической смерти. Мы не просто можем жить в двух мирах, здесь и в фазе. Похоже, наша жизнь настолько привязана к этому явлению, что именно на нем она и заканчивается. Что дальше, кто знает. Возможно, главное расследование еще впереди. Однако нам всем нужно осознать уже имеющиеся факты и открыть глаза на очевидное. Революция в сознании наступает. Мы можем ходить, видеть, слышать, а также быть в фазе и тем самым жить в двух мирах. Не упускайте возможность стать человеком будущего уже сейчас. Попробуйте хотя бы раз оказаться в ней, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Теперь это никто не остановит. В детстве я обожал, когда мама читала мне сказки. Взрослея, я очень сильно расстроился, поняв, что все это не может быть. Но вдруг оказалось, что жизнь еще более необычная штука, чем я мог даже себе представить. Мне кажется, я понял, о чем именно были эти сказки. Как попасть в фазу за один день? Как фаза может сделать нас гениями? Можно ли ее использовать в личной жизни? Может ли это лечить рак, СПИД и другие заболевания? Что происходит с инвалидами в фазе? А также все сенсационные подробности невероятных экспериментов Михаила Радуги и многое другое в полной версии документального фильма «Фаза».